Несмотря на прохладу и моросящий дождь, атмосфера на Стефановской площади оставалась праздничной. Зрителей разогревали современные фолк-мотивы молодежных коллективов Мордовии и Удмуртии, участников фестиваля «Диалог культур. Северное многоцветие». Впрочем, все были в ожидании главных действующих лиц концерта в честь Дня Республики. Артистки из Саранска, кстати, были первыми, кто смог сфотографироваться со звездами за кулисами. И вот, наконец, она, радость, на площади в Сыктывкаре. Радость – именно так переводится название группы Джой на русский язык. Кумир 80-х поднимается на сцену под громогласные возгласы Стефановской площади. Уже через мгновение со сцены полились знакомые и любимые шлягеры. Многие не верили, но приехали именно те самые любимые поклонниками лица. Гитарист Манфред Теммель, клавишник Андреас Швайцер. Из Джоя ушел только первый солист Фредди Яклич, но уже давно и успешно заменяет его Михаэль Шайкель, который, кстати, с самого начала был продюсером группы и является автором главных хитов. На площади много тех, для кого австрийская группа Джой – это символ молодости. Коллектив был на пике популярности в 80-е и 90-е. Впрочем, любовь поклонников жива до сих пор. Гастрольный график Джой расписан на ближайшие годы, поэтому концерт в Сыктывкаре, можно сказать, большая удача. В списке российских городов, которые посетила группа в этом году: Челябинск, Екатеринбург, Москва и Петербург. Это группа нашей молодости, поэтому мы рады. Замечательные ребята, мы поддерживаем Сыктывкар. Были приятно поражены, что такая группа будет выступать в городе. И организация у вас, конечно, на высшем уровне. Знаем уже, теперь знаем. Дальше праздник переместился в Кировский парк и на набережную Сысолы. Кульминацией Дня Республики и празднования Дня российского триколора стал первый фестиваль пиротехнического искусства в столице Коми. В конкурсной программе участвовали 4 команды, участники и победители многих российских и международных фестивалей. Чтобы зрелище не потеряло в цвете, в нижней части города на время салютов даже отключили уличное освещение. Открыла фестиваль команда «Пиротехнические дворы Петергофа» из Санкт-Петербурга. А команда «Волжские салюты» из Самары постарались уложить череду разного рода фейерверков под музыку Чайковского. И получилось! Иногда выстрелы, казалось, подпевали и подыгрывали великому композитору. Недаром они называют себя пиротеатром. Выступили и московские пиротехники, и костромичи. Последние получили самые высокие баллы во время онлайн-голосования зрителей. Полуторачасовое шоу впечатлило. Жители активно выставляли оценки в соцсетях. Последними, уже вне конкурса, выступили с программой пиротехники Коми. Во-первых, это престиж. Это оттачивание мастерства. Вот участвуя между собой, ведь вот эти фестивали, они не только дают искусство для зрителей, но и соревнования между участниками. Как отметили организаторы, провести фестиваль фейерверков в Сыктывкаре для Ассоциации пиротехников России было давней мечтой. Осуществить ее позволила воля руководителей республики и города. Теперь столица Коми стала самой северной широтой, куда добрались соревнования пиротехников. Долгое время этот титул носил Санкт-Петербург. Константин Куратов, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.